Согласно справке о социально-экономическом состоянии республики, приведенной на официальном сайте президента Абхазии, по достигнутому уровню экономического развития Республика Абхазия причисляется к странам с переходной экономикой. По уровню развития производительных сил до индустриальной. По степени открытости национальной экономики – открытой. По направлениям развития – социально ориентированной. По уровню экономического развития – со средним уровнем валового внутреннего продукта на душу населения. По информации Министерства экономики Абхазии, внешнеторговый оборот увеличивается из года в год. К примеру, в 2016 году был побит рекорд, и экспорт составил более 5 миллиардов рублей. В Министерстве экономики по итогам текущего года ожидают такой же результат. Динамику последних 10 лет, если сравнить, у нас экспорт неуклонно растет. То есть у нас такая хорошая тенденция. Но все равно есть проблемы. Существуют эти проблемы, которые нужно решать, и мы решаем. У нас есть торговое представительство в Российской Федерации, которое пытается этими вопросами тоже заниматься. Поэтому, кстати, экспорт – это одна из основных статей дохода, притока финансовых средств в Республику Абхазия, потому что мы же не имитируем свою валюту, к сожалению. Поэтому есть несколько видов притока. Это один из основных. Одними из самых знаковых событий в 2018 году Адгур Ардзинба назвал признание независимости нашей страны Сирийской Арабской Республикой и подписание с ней соглашения о беспошлинной торговле, подписание соглашения об организации морского сообщения с Россией, а также возобновление экспорта инертных материалов. Много вопросов, связанных с внутренней работой и внешнеэкономической деятельностью. В 2018 году удалось после такой долгой паузы возобновить поставки инертных материалов за пределы Республики Абхазия. То есть тоже знаковое событие. Может быть, объемы не такие значительные, как бы нам хотелось, но тем не менее, если мне не изменяет память, с 2012 или 2013 годов таких регулярных поставок не было. Более того, подписали мы соглашение уже в 2019, конечно, году, но все переговоры, основная часть работы проводилась в 2018 году. Это вопрос, связанный с морским сообщением, части круизного сообщения по князю Владимиру. Мы договорились в феврале уже текущего года, наше абхазское морское пароходство подписало соглашение с российским уполномоченным органом, и рассчитываем, что с 2020 года регулярно будет порт Сухум посещать этот круизный лайнер. В течение 2018 года Министерством экономики Абхазии было подготовлено порядка 30 нормативно-правовых актов. Часть из них уже приняты и работают, а некоторые документы пока находятся на стадии рассмотрения. Продолжается работа и по линии инвестагентства. С 2016 года реализуется программа льготного кредитования. В ее рамках в селе Кындах построена теплица по выращиванию овощей, в Очамчире функционирует завод по изготовлению джемов. Кроме того, по всей республике строятся современные объекты размещения туристов. Сейчас мы интенсивно работаем над туристической составляющей. Это два крупных проекта здесь, в городе Сухум. Прогуливаясь, кстати, вечером по набережной, можно увидеть очень такие красиво подсвеченные два больших здания здесь, в районе Красного моста. Это как раз те два объекта, которые реализуются в рамках этой программы. Естественно, и в Гагарском районе, и в других районах это все работа идет. Мы видим реальный результат. В прошлом году в Министерстве экономики было принято решение о создании Института уполномоченного по экономическим вопросам на местах. Во всех районах Абхазии предприниматели иногда сталкиваются с множеством проблем, решением которых и должен заниматься специалист. Эта работа уже дала определенные результаты. Первые результаты заключаются в том, что от них пошла обратная связь, то есть поступают предложения. То есть на местах иногда виднее, детали. И от них поступают предложения по изменению того или иного законодательства в сфере регулирования, особенно что связано с лицензированием отдельных видов деятельности и так далее. То есть очень полезная информация. И в части составления индикативного плана, планирования, вообще в целом государственных программ тоже это упрощает работу, когда есть такие горизонтальные, хорошие, качественные связи. И для них хорошо, и для нас хорошо, потому что республиканский уровень, местный уровень, они должны работать как единый организм. Это очень важно.
Чтобы помочь начинающим предпринимателям продвинуть свою продукцию на рынке сбыта, Министерством экономики ведется активная работа по поддержке и стимулированию экспорта. Все расходы предпринимателей-экспортеров, связанные с рекламой их продукции, субсидирует государство. У нас есть соответствующая программа, принятая еще в 2017 году, но она реализуется и в 2018, и в текущем 2019 году. Она связана с тем, что мы субсидируем расходы предпринимателей, экспортеров, которые хотят представлять свою продукцию на зарубежных площадках. В частности, это касается, вот как один из ярких примеров, это агропромышленная выставка «Золотая осень». Вот я хочу, чтобы вы знали, что все расходы, связанные с представлением наших товаров, производителей наших предпринимателей, оплачиваются за счет государства вот в рамках этой программы. Также ведется работа по созданию такого реестра, сайта экспортеров, занимается инвестиционное агентство. В то же время Отгур Ардзинба не скрывает проблем, с которыми сталкиваются и руководители ведомства, и предприниматели. По-прежнему актуален вопрос вывоза готовой продукции. Существует определенная проблема, она сохраняется, есть сложности с вывозом отечественной продукции, она носит, эта проблема, как объективный, так и субъективный характер. Значит, объективность заключается в том, что иногда наши товаропроизводители не совсем готовы к тем требованиям, которые есть на российском рынке. Понимать надо следующее, что если вы ориентированы на рынок другого государства, у этого государства есть свои правила. Поэтому вынужден подчиняться этим правилам. Субъективная, конечно, все еще граница остается таким больным местом. Это вопрос, связанный, к сожалению, с коррупционной составляющей и так далее. Все это имеет место быть. Несмотря на определенные успехи, достигнутые в плане экономического развития, по мнению Отгура Ардзинба, в Абхазии достаточно низкий уровень жизни населения, что говорит о слаборазвитой экономике. В то же время министр ни в коей мере не поддерживает мнение, что в нашей стране экономический кризис и крах. Как отметил Отгур Ардзинба, такие высказывания не только не соответствуют действительности, но и негативно сказываются на имидже страны. Я, конечно, хотел бы говорить о том, что у нас есть некий такой прорыв, что мы достигли очень таких серьезных, твердых позиций, которые нам позволяют уже немного расслабиться и так далее. Я это сказать не могу, к сожалению. У нас все еще остается самый низкий уровень жизни среди стран региона. Если сравнивать Российскую Федерацию, Турцию, Грузию, вот все, кто нас окружают, вот уровень жизни в Абхазии, к примеру, примерно в 5 раз ниже, чем в Российской Федерации в среднем. То есть это какие бы вот сейчас мы не обсуждали хорошие какие-то вещи, да, это все равно, при том, что все это происходит, есть новые предприятия, и увеличивается экспорт, все равно это существенным образом не влияет на уровень жизни. Но в то же время я не могу сказать и поддержать или разделить точку зрения о том, что у нас крах, развал, системный кризис. Порой часто можно такое услышать. Я, честно говоря, очень негативно все это воспринимаю. Почему? Потому что, во-первых, это имиджевая составляющая. Вы понимаете, что когда в статьях, в каких-то аналитических материалах происходит вот такого рода, значит, информация проходит, она же доступна не только нам, она доступна и потенциальным инвесторам, и потенциальным туристам. Вот я задаю часто этот вопрос. Вы бы захотели вкладывать деньги или отдыхать с семьей в том месте, откуда, вот если первые заголовки, крах, кризис и так далее, и так далее. Вообще в этом плане, мне кажется, нам надо быть более стерженным, потому что такие определения давать, как развал, крах, для этого должны быть веские основания. Вот крахом можно было бы назвать, если бы у нас, допустим, бюджет доходов наших, да, собственных, сократился бы в 2 и более раза. У нас он, наоборот, увеличился. Крахом можно было назвать, если бы у нас торговый оборот, внешнеторговый оборот сократился бы в разы за 1 год период. Наоборот, идет увеличение. То есть
Опять же, еще раз повторюсь, это недостаточно, это увеличение, оно не обеспечивает тот уровень жизни, который мы все хотим и заслуживаем. Но, тем не менее, это не значит, что мы куда-то провалились. Министерство экономики Абхазии продолжит проекты, направленные на привлечение инвестиций в Абхазию и поддержание деятельности начинающих предпринимателей. В ведомстве уверены, что эта работа и впредь будет давать положительные результаты. Ирина Аршба, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.